Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Будут ли между вами отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Представьте, вы вместе, обратитесь к высшим силам, задайте свой вопрос. Будем ли мы вместе? Будут ли между нами отношения? Я думаю, что все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, смотрите, какая между вами связь, какое между вами притяжение. Вы явно родственные души. В прошлых воплощениях 100% были вместе, встречались и жизни вместе проживали. У вас души как будто бы друг друга узнали. Узнали, обрадовались и потянулись. Да, именно так, мои хорошие. Вспомните, как вы познакомились. Вот именно ваше знакомство можно назвать, если не любовью, то притяжением, вот прям с первого взгляда. Вроде мужчина как мужчина, да, но прям потянуло. И у него точно так же, мои хорошие. Сильнейшая эмпатия между вами. Вы друг друга чувствуете прямо на расстоянии. Вы, кстати, друг другу можете сниться. Или знаете как, он о вас думает, а вы раз о нем вспомнили. И наоборот так происходит. Между вами очень сильная связь. По поводу ваших отношений. Я вижу между вами возможность страсти. Вот именно любовники, да, вот такой формат отношений. По поводу более серьезного. Песочек говорит, что у мужчины блок стоит. Именно у мужчины, не у вас. Блок идет от мужчины. Но у кого-то девочки отыграются, что мужчина не свободный. Да. Кто-то вот ко мне пришел, мужчина точно не свободный, там семейный и достаточно глубоко семейный. А у кого-то отыграется, что у мужчины жизнь такая неспокойная, да, все время какие-то проблемы, заботы. Он то в поездках, то в каких-то проблемах, и всегда у него что-то идет наперекосяк. Вроде как бы неплохой мужчина и старается, и молодец, но вот как бьет его судьба, очень больно бьет. Вот, и он страдает от этого. Вы, слушайте, вы меня правильно услышите, пожалуйста. Я не люблю такие темы на общих отсыпках, но есть прям такое ощущение достаточно сильное, да, что мужчина может быть порченный. Порченный. Это не сглаз, нет. Это именно как порча, либо очень сильный приворот на этом человеке есть. Причем не свежий, абсолютно не свежий. Тут уже такое застаревшее идет. Этого мужчину, возможно, привораживали, причем несколько раз. Возможно, что одна и та же женщина делала. Делала, результата особого не добилась, мужику жизнь испортила, и все, да, и пошла по своим делам. Понимаете? Я вот всегда всем говорю, девочки, вот в магии, в приворотах, ну ничего хорошего нет, ничего. И никогда не было. Вот эти скорые результаты, ну извините. Ну, давайте отступлю. Вот кому интересно, послушайте. Кому не интересно, перемотайте. Я раньше тоже практиковала магию, причем повсеместно. И направо, и налево. Значит, были случаи, когда приходили ко мне девочки. Приходили и говорили, вот, я люблю, у нас ребенок, а он там гуляет, а хочу, чтобы прям кроме меня никого не видел. Сказано, сделано. Потом приходит ко мне эта же девочка через там, несколько месяцев, говорит, ой, нет, все, устала, не хочу. Не хочу, не буду, хочу все поменять, отвяжите. Понимаете, да? Но это достаточно серьезные вещи. Я всех вот хочу предупредить, девочки, не искушайтесь на такие темы. Ничего хорошего, магия, привязки, они не дают. Нету того результата, на который вы надеетесь. Привязать человека, лишить его воли. Лишенный воли человек, что?
правильно, превращаются в зверя. А кто хочет жить зверем? Да никто не хочет. Либо другой случай, когда человек становится как тряпичная кукла. Вот такой, знаете, прям, это даже не подкаблучник, это беспомощное существо, которое держится, извините, за ваш подол, ничего само сделать не может и решить не может, безвольное, такое, знаете, вот прям ручки к вам только тянет и все. 24/7 прилипло и никакой жизни не дает. Так тоже плохо. А магия именно так и работает. Только лишь настоящая истинная любовь делает человека счастливым. И эту любовь наколдовать невозможно. В принципе невозможно. Кто бы что бы вам ни говорил, не обещал, это невозможно. Я вам честно говорю. Так, немножко повозмущалась. Ладно, вернемся к теме. У этого мужчины что-то есть. Вот все его неприятности по жизни, они идут, намагичили, девочки, намагичили на него. Какая-то вот нехорошая женщина. Если он в браке, то 100% это жена. Жена магичила, он ее не любил и не любит, но она его вот вяжет, путает по рукам и ногам, чтобы он ее не оставил. По поводу ее любви, честно, не показали ее любовь. Скорее, она от него очень сильно зависима. Может быть, материальная поддержка, может, ей статус нужен, там, жилье, не знаю, вот чем-то он ее обеспечивает. Вот сказать, что она прям любит и пытается его удержать любыми способами и средствами, нет. Нет. Удобно, привыкла, неплохо. Вот это да. Вот. Так что, мои хорошие, тут, чтобы быть с этим человеком, его нужно, конечно, полечить. Полечить, снять с него эту зависимость, снять с него эти чары. И только после этого уже нужно говорить о паре, о браке. То, что любовь между вами будет, это 100%. Я уже говорила, да, тут и любовные отношения, и вот сердце у меня выходит. Но, видите, общей дороги между вами не сформировалось. Вот это меня беспокоит. Общая дорога – это жизнь вместе, это брак, это продолжительное счастье вдвоем. Этого я сейчас не вижу. Помехой идет какое-то воздействие. Человек, ваш вот загаданный мужчина, вот если образно говорить, да, такое впечатление, что он под такой грозовой тучей живет. Вот куда бы он ни пошел, эта туча летает за ним. Как только что-то хорошее, положительное в его жизнь идет, вот эта туча начинает пускать молнии и убивает это хорошее. Понимаете? Вот вы его расспросите о его жизни. Он вам 1000 историй расскажет, как хорошие там сделки, планы, работа. Вот срывалась, одномоментно срывалась. И он не понимает, что происходит. А это все, вот эти все привороты, магия, вот именно так работает. Человека просто блокирует от всего. И еще, девочки, вот сейчас картиночка такая пришла. Для кого-то вот прям актуально будет. Может быть, этого мужчину зачаровала его мама. То есть... Возможно, женщина не желала плохого, она ставила на него обереги, чтобы, например, ничего плохого не случилось, чтобы его там какая-нибудь лихая женщина не охомутала, скажем так, да, не воспользовалась ее сынком, она его защищала. И эти защитные ритуалы привели к тому, что он просто заблокирован от личного счастья. Вот блок стоит. Вот не подпускает к нему темная сила женщин. Как только он там влюбляется, какая-то симпатия появляется, трах-бах, все, разбежались. Какие-то неприятности пошли. Если есть возможность, обратитесь к специалисту. Если такой возможности нет, девчонки, во-первых, можно молиться за этого человека. А во-вторых, можно и самостоятельно, если любите, по-настоящему любите, можно попробовать его вот именно почистить. Почистить от того, что на нем есть. Но, честно скажу, непростой какой-то случай. Прям энергетика такая могильная, тяжелая. Тут либо на кровь ему делали, либо фотографию его закопали с чем-то. Прям сырым пахнет. И холод идет, холод. Жизни нет. Вот нет цветения, нет продолжения. Ох, привязывали, бедные мужики, да? Не пойми, чем могут женщины опоить, либо что сделать. Тяжелая ситуация. Смотрите, по вам.
Вы, кстати, девушка непростая. Непростая. Даже если вы не связаны с магией, эзотерикой, у вас очень сильная интуиция, и вы очень чувствительная к тонким материям. Вы этого человечка ведь, знаете, как повстречали? Вы почувствовали, что ему тяжело, что ему плохо, что над ним вот негатив есть. У вас вот первый момент, первое впечатление, вот как, ну, как жалко стало, да? Вот посмотрели, ой, какой несчастненький, да, хорошенький и несчастненький. И вот вы почувствовали этот момент. Кстати, многие из вас догадались, либо сами догадывались, да, что с мужчиной что-то не так, что он какой-то намагиченный, подмагиченный. Поэтому, мои хорошие, здесь надо заниматься. Я вот все думаю, может мне тоже для вас онлайн делать обряды на любовь, на счастье. Может быть, со следующего месяца я начну делать. Выберу удобный день, вот для начала именно. И вы уже тогда вместе со мной будете смотреть видео и для себя делать, чтобы счастье и любовь пришли в вашу жизнь. Это, конечно, не панацея, сразу вас предупреждаю, но тем не менее. Тем не менее. Ну, конкретно с этим мужчиной здесь нужно работать. Здесь нужно снимать с него негатив. И спасать, просто спасать этого человека. Это даже не для того, чтобы у вас были отношения, а чтобы он раньше времени, да, жизненный путь не закончил и чтобы не скатился просто в какую-то яму. А у него, кстати, все предпосылки туда скатиться. У него жизнь как все сложнее и сложнее, все хуже и хуже. Вы знаете, один пройдет, ничего не будет, а он пойдет там, спотыкнется. Да. Вот он прям как сейчас притягивает эти все неприятности. Тяжело ему. Очень тяжело. И смотрите еще, что происходит. А? У вас очень сильный ангел-хранитель. Очень сильный. За вами род ваш стоит. Вы, я уже сказала, да, непростая девушка. Вот, а он, получается, порченный. Вот он к вам тянется, а его даже ваш ангел, либо духи рода могут останавливать, чтобы он вот этот негатив свой к вам не подкинул. Ну, либо поделился с вами. Обычно как? Энергетику мы делим через постель с человеком. Через чувства, через эмоции. Так тоже может быть. Пока, девочки, я не вижу. Я не вижу, чтобы вы могли с ним прям сойтись. Видите, он хочет стремиться, и вы хотите стремитесь. А вот она, дверь закрытая. Закрыта вам дверь вот в отношения. Любовь, да, есть, страсть есть, эмоции есть. Вы даже любовниками можете быть. Но, понимаете, нет продолжения. Нет. Вот ваш мост к нему, вот его. Но нет линии между вами. Здесь нужно заниматься, мои хорошие. Вы извините, но я должна вам говорить правду. Вы хорошие люди, вы достойные люди, и вы, и ваш мужчина. Но видите, как случилось. Нашли себе вот больного мальчика, а теперь видите, как лечить надо. Лечить. Вот если с него снять весь этот негатив, вы знаете, он заблистает как бриллиант. Это очень хороший мужчина. У него стержень очень сильно. Кстати, благодаря этому стержню вот прям держится на плаву. Если бы он был послабее, уже бы его не было. Понимаете, тут бы его какая болячка скрутила, либо какой-то несчастный случай произошел. А он держится на своем стержне держится. Но сколько хватит сил, девочки, сколько хватит? Оно же все давит и давит, давит и давит. Он, кстати, у вас очень сильно устает. Устает и морально, и физически устает. А ну-ка, такое негативище на себе таскать. Да. Вот мне еще не нравится, что вот эта женщина, да, женщина рядом с ним. Ну, если он в паре, в браке, да, живет с этой женщиной, она постоянно на него делает, девочки, ну тут вообще ужас. Просто ужас. Если бы вы его куда-то вывезли, да, вот так в чемодан бы положили и украли, оно бы, конечно, полегче было, но все равно надо негатив снимать. Запретить ему там кушать у нее, ну, навряд ли это получится. Надо здесь, девочки, разбираться. Опять же, это общая отсыпка. У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Но, тем не менее, мужчина вышел именно больной. Больной, у него как крюк в спине торчит, понимаете, на котором он висит. Он тянется, да, ручками, ножками к вам тянется, а с этого крюка черного спрыгнуть очень сложно, очень тяжело.
Прям жаль, жаль, да, что так все получилось. Мои хорошие, вы не расстраивайтесь. Любите этого человека, ну тогда помогайте ему, действуйте, принимайте какие-то конкретные меры. Вот, потому что здесь нелегко вам будет. Если вы его спасете, девчонки, вот сразу говорю, во-первых, вам огромный плюс, карму пойдет. Во-вторых, вы дело очень доброе сделаете. А в-третьих, вы с этим человеком будете иметь возможность на будущее. Если все как есть оставить, тут болька, понимаете, болька от того, что нельзя продолжать. Вот хочется больше, хочется с этим человеком жить, хочется, действительно, там, детей, семью, теплоты. А ее нет, и взять негде, потому что все закрыто. Вот на общая закрыта дверь. Вот любить никто не запрещает. А вот вместе быть, понимаете, вот она, дверь закрыта вам идет. Такое, да. Смотрите, на ближайшее будущее я не вижу. Вот я не вижу, чтобы вы могли сойтись и чтобы вы могли быть вместе. Но мосты вы друг к другу будете наводить. То есть и вы к нему будете стремиться, и он к вам будет стремиться. За вами сила, понимаете? За вами сила, за вами очень сильные духи стоят, и ангелы сильные стоят. То есть если вы захотите, поработайте над этой темой, все будет. У него, видите, там острые моменты и неприятности, а за вами сила стоит. Думайте, решайте, девочки, тут просто не будет. Если вы от этого человека откажетесь, пойдете дальше по жизни жить. Будет новый человек, будут новые отношения. Если вы ничего делать не будете, я уже вам сказала, да, ничего не получится. Вы, знаете, так, давайте вот по-честному, да, вы для себя посидите и подумайте, готовы ли вы за него бороться, готовы ли вы его спасать, да, нужно ли вам это на самом деле. Хватит ли сил у вас? Хватит ли у вас желания, стремления к этому? А потом уже, когда решите для себя, определитесь, что вы будете делать, выбирайте стратегию и работайте. Если захотите этого мужчину спасти, у вас получится. Это я вам точно говорю. Если откажетесь, с вас никто не спросит. Никто с вас потом, да, на том свете не спросит, зачем же ты отказалась. Нет. Просто это не ваша задача на самом-то деле. Не ваша задача его спасать. Но если вы мимо не пройдете, вам обязательно засчитается. Так, мои хорошие, грустненько, но как есть, простите за правду. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.